СУ Киева училась со мной в университете на одном курсе, на одном факультете, историческом факультете, на одном курсе. Это был первый выпуск, самый первый выпуск Ингушского государственного университета. В общем, и вот в студенческие годы я видел только ее стремление к учебе, к обучению, познанию, ну и к ней очень уважительно относились и все, и я в том числе, в общем, демонстрировал только самые положительные качества, которые могут быть в человеке, и все эти годы я запомнил ее именно вот такой. Известно ли вам о реализации каких-то общественных проектов с сестрами? Может, совместные какие-то проекты вы реализовывали? Их очень много, этих проектов, но я запомнил прежде всего проект «Я очевидец», вот так назывался этот проект, который инициировала, если не ошибаюсь, Зарифой, очень такой значимый проект не только для истории, культуры нашей республики, но и для многих других регионов Северного Кавказа. Потому что там этот проект, насколько я помню, он предполагал сбор информации непосредственно от тех, кто прошел испытания депортационного периода в 1944 годы. И вот тогда вот производился сбор такой информации непосредственно от самих рассказчиков, очевидцев тех событий депортационного периода 40-е, 10-е годы. Какие-либо политические амбиции наблюдали вы за Зарифой Саукиевой, как в период общения с ней до событий 18 года, после 18 года? Вы общались с ней в 18 году, в 19 году? Я никогда не слышал, не видел каких-либо проявлений там враждебных взглядов или каких-то там на политическую, там, на власть, на какой-то чиновничий аппарат и так далее. Человек просто был занят исключительно своей культурной научной деятельностью, вот, сосредоточен именно на вот таких вот гуманистических акциях, на культурных, просветительских вот акциях. И никогда не только я не видел, но и я не слышал от кого-либо, не видел нигде, чтобы подобные какие-то взгляды, подобные тенденции имели место в ее деятельности. Вы были в комиссии, да, которую создал глава, экс-глава Республики Юнусбек Евкуров. Что это за комиссия? Можете рассказать про нее? Я участвовал в основном в тех комиссиях, которые касались объектов культурного наследия, архитектурного, археологического, вопросы, связанные с историей, вообще исторического прошлого региона и Кавказа в целом. Что вам известно про территорию, которая была передана Чеченской Республике по соглашению, да, 26 сентября? Входили ли вы в какую-либо комиссию по этим территориям, которые, да, были переданы? Что вам вообще известно по этому поводу? Ну да, это часть Сунжинского, большая часть этой территории Сунжинского района Республики Ингушетия. Вот, как известно, эта территория была в зоне проведения ТКТО в различные периоды. В общем, территория, на которой сосредоточены объекты культурного наследия, архитектурного наследия, в общем, как природными объектами, в общем, и так далее. Конечно, это территория, которая осваивалась активно осваивалась после прекращения КТО, и люди занимались своей деятельностью, кто изучал объекты культурного наследия, кто изучал памятники природы, вообще логично территории. Вы сказали, вот вы вхожи были в комиссию. Что это за комиссия была? Конкретно меня интересует комиссия. Это была связана с чем? События вот 2018 года, да, говорил, они не спонтанные, они не родились в 2018 году, это имело предысторию. Еще в 2012 году, наверное, все об этом знают, были такие вот эти
споры приграничные там. В общем, тогда была создана республиканская комиссия и по территориальному разграничению. В общем, эта комиссия тоже работала определенный период по времени. В общем, ну и после 2012 года, вот 2013 все это как-то застопорилось, уже этот вопрос не поднимался, вплоть до 2018 года. Какова была позиция главы по этой территории? Он тогда в радикальной форме так заявлял, что границы республики неприкосновенны. Мало того, он других заряжал, вообще инертных людей в политике в этом вопросе. Он так заряжал энергией, что вот изменений границ не будет никогда, все это уже устоялось. В общем, это все остальное домыслы и провокации. То есть принципиальная позиция была у Евкурова, что эта территория как бы никаким образом не может быть изменена или передана. До самого последнего момента, вот, до сентября, во всяком случае, до начала, в общем, и напрямую я в этот момент с ним не общался, что, в общем, была создана новая комиссия, из которой я был исключен. Когда вы в последний раз общались с Евкуровым именно по этому поводу, по территории? 24 сентября 2018 года. Можете рассказать содержание разговора? О чем шла речь? Ну, речь зашла о памятниках архитектуры, сначала горной Ингушетии, но впоследствии он сам перешел на тему приграничных вопросов, ну и шокировав меня, поразив меня, заявил, что вот он готовится. Готовится что? Передать территорию. То есть 24 сентября он об этом вам сказал, да? Да, 24 сентября он об этом и заявил. Ну, после этого... Вы отреагировали как-то? Вы ему что-то сказали? Ну, минут 20 я с ним жестко дискутировал по этому поводу. Потому что я сказал ему прямо, что если вот так он поступит, если ситуация выйдет именно вот таким вот образом, что никто этого не поймет, народ этого не поймет. Нерешенным остается, я так и говорил, нерешенным остается вопрос по западным границам, по Приморскому району, по другим территориям, которые волюнтаристским образом были переданы в соседние регионы. То есть, не решая этот вопрос, нельзя было решать в комплексе этот вопрос. В общем, но он меня удивил своими аргументами, которые противоречили в его предыдущим высказываниям, которые в том числе он прямо говорил мне, что никогда при его жизни, при его власти он не будет уступать или передавать какие-то там территории. Да, это даже есть в интернете, в Ютубе. И что за аргументы? Ну, он говорил, что вот мы должны как-то решать этот вопрос в конце концов, что именно таким вот образом, что когда-то часть территории переходила соседним регионам, но я говорил, что и к нам переходила, так вот такие вот вопросы. Он на это настаивал. Я говорю, ну тогда этот вопрос необходимо решать в комплексе. Должны работать комиссии, которые встречаются друг с другом, общаются. И на протяжении определенного, может быть, если надо год, если надо 2 года. Почему не работают комиссии? Почему не работают совместные комиссии? Что это такое? К чему это все ведете? Народ вот это не поймет. Спешку он объяснил как-то, почему в таком спешном режиме там делают? Нет, он это не объяснял. Я говорю, буквально за месяц-два, я не знаю, других, вот когда мы общались, вот он говорил, и его помощники в том числе, все его советники, все до единого говорили, провокация, не надо никого не слушать, ничего не передается, это все провокации каких-то злых там людей, плохих людей, не слушайте никого, все нормально, спокойно. То есть при том, что глава вам лично сказал, что он собирается передавать, помощники утверждали, что ничего не передается, правильно? Да, была тот такая... же день, 24 сентября, я, честно говоря, был ошарашен его заявлением, такого человека
предыдущие годы говорил, что ничего не передает, ничего, никаких изменений не будет. Спокойно идите, кто хочет там работать, кто хочет там, ну, пусть занимает все свои деятельности. Все спокойно, все устоялось. Я думаю, даже в YouTube есть его выступление по этому поводу. А я до последнего говорил, не стоит этого делать. Он сказал, 26-го вы видите, что я сделал. 26-го видите. То есть вы его предупреждали, что народ не поймет, и ожидаемо были протесты, да? То, что вот вы видели, то, что потом произошло, это ожидаемо было, да? Ну, конечно, он выступал перед журналистами, он выступал в прессе, он активно говорил об этом на национальном телевидении. Везде, где он был, никаких изменений, ничего не будет. Все устоялось, все уже хозяйственно-экономическое освоение всех территорий идет, и не стоит об этом вообще думать. И я же говорю, даже тех людей, которые были инертны в этом вопросе, вопрос политики, истории и так далее, даже их там заряжал, все как бы были за него. В общем, вот. Вы помните, наверное, 2019 год, митинг, да, в марте месяце в Магасе, про выпавший абзац, вот, когда люди вышли. Можно ли утверждать, что вот подсудимые, большую часть которых вы знаете, вы сказали, что вы все это знаете, организовали это именно с целью совершения каких-то преступлений экстремистской направленности? И вообще организовывали они что-либо, вот то, что вы наблюдали, допустим, вы были же участником этих событий, да, 18-19 год, были на митинге, да? Весь народ был. Да, вот сложилось ли у вас впечатление, что люди создали некое экстремистское сообщество, вот в частности Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев, Малсак Ужахов, не позднее мая месяца, вот то, что им вменяют, создали некое экстремистское сообщество с целью совершения преступлений экстремистской направленности, в том числе и применения насилия в отношении представителя власти. Эти люди абсолютно ни в чем не виноваты, потому что во всей этой ситуации виновата наша власть, мужская власть. Потому что эти люди годами говорили этим людям, нам с вами, всем жителям республики, что все, ничего нет, ничего не будет происходить, успокойтесь, никаких изменений там территориальной целостности не будет, причем это сопровождалось там чуть ли не клятвами. И народ потом выясняется, что народ просто-напросто это обвели вокруг пальца людей. И этот протест, этот всплеск был связан только исключительно с этим. Не потому, что там люди как-то антагонически, враждебно относились там, именно к Евкуру или там, власти. Нет, люди просто сказали нет произволу, нет. Потому что по Конституции народ является источником власти, и они вправе выражать свое мнение относительно тех или иных важных с точки зрения судьбы своего народа вопросов. Поэтому не только эти люди, десятки тысяч людей выходило и выражало свои протесты. И я видел на этих митингах этих людей, их было много, и я сам туда ходил. И никогда, ни разу не видел, чтобы вот эти наши братья, сестры, чтобы они призывали к каким-то там враждебным акциям или там каким-то экстремистским действиям или еще что-то. Вообще все, что связано с каким-то радикальным содержанием. Не было этого.